Стоматолог – профессия, объединяющая в себе медицину и искусство. Мало знать теорию, нужно уметь создавать зубное изделие и правильно его монтировать. На междисциплинарной стоматологической конференции сегодня собралось свыше 20 стоматологов со всех населенных пунктов региона. Сегодня третий день конференции. Темы теоретических лекций самые разные. Вернуть улыбке красоту, гармонию, подаренную природой, ее естественность, а вместе с тем и здоровый вид. Заключительная тема лекции посвящена реставрации передних зубов. Сейчас процедура отбеливания, она очень популярна на стоматологическом рынке. И, соответственно, уже реставрации, которые есть у пациентов в полости рта, давно не являются противопоказанием. И надо иметь в виду, что есть такие оттенки, и когда мы провели процедуру отбеливания, мы спокойно можем поменять реставрацию. Проводят стоматологический четырехдневный марафон известные специалисты из ведущих московских клиник. Конференция разделена на 6 дисциплин: реставрация, ортодонтия, эндодонтия, пародонтология, имплантология и ортопедия. Каждый материал преподносится в виде теоретических лекций с различными фото и видеоматериалами, а также практическими занятиями. Сегодня мы с врачами разбираем методики hands-free, техника свободных рук. Это достаточно молодая методика, которая не очень развита в России, в общем, в России, да? Но она позволяет гораздо быстрее и гораздо проще получить качественный результат, качественную реставрацию. И наша задача поделиться, как компании-производители, поделиться новинками, новыми технологиями, новыми фишками, которые сейчас есть на стоматологическом рынке. И мы говорим не только о техниках работы, но и о новых композитных материалах с новыми возможностями. Каждый из присутствующих уже состоявшийся специалист. Милана Хашагульгова – стоматолог поликлиники Карабулака. В этой профессии она уже несколько лет и хорошо знает, что стоматология – это не сухая медицина, а настоящее искусство. Ну а когда речь идет о реставрации, это самый что ни на есть творческий процесс, который не стоит на месте. Каждый год появляются новые методики лечения, которые нельзя игнорировать. Сегодняшняя тема у нас эстетика фронтальной группы зубов. Благодаря подаче информации, доступной лектору, я освоила много фишек, которые мне пригодятся в каждодневной практике. Вот, что еще могу сказать? Для новичков, конечно, информация сложная, но благодаря профессионализму у лектора все было очень доходчиво. Мероприятие организовано стоматологической ассоциацией республики. Подобные лекции проходят в Ингушетии не впервые. Главная цель – повышение опыта стоматологов республики. Мы смогли анонсировать наше мероприятие в стоматологической ассоциации России, и слушателям будут начисляться баллы непрерывного медицинского образования. Начинали мы это мероприятие как что-то небольшое для узкого круга людей. В итоге оно превратилось в 4-дневное мероприятие. Завтра будет еще очень важное отдельное мероприятие по заболеваниям слизистой и онкодиагностике. Привезут аппарат, которого до этого времени не было даже на СКФО, аппарат для неинвазивной диагностики онкологии. То есть не надо брать биоптат, достаточно просто посветить. Одними лекциями проект не ограничивается. После теоретических занятий врачи приступают к практике, разбирают реставрирование зубов более детально. По истечению 4-дневной конференции участники получат бесценный профессиональный опыт и сертификаты, а также возможность приобрести стоматологические материалы и инструменты. Идрис Ижиев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.